Нужно собирать аккуратно, трогая вот за вот эту вот часть. Надо не повредить вот плодоножку. Главное, голыми руками их не касаться, в перчатках касаться, чтобы не повредить. Вот. Вот это такие премудрости, которые я пока подчеркнул. Зарплата приличная. Подумал еще новое знакомство, такое, опыт какой-то интересный. И да, здесь хорошо, здесь люди хорошие. Даниил Кочегит – студент второго курса Витебского государственного университета имени Петра Машерова, будущий юрист-международник. В саду Толочинского консервного завода постигает науку обходиться с яблоками дипломатично, чтобы они отлично сохранились и радовали своим вкусом зимой, а может и весной. Его напарница Яна Асташкевич – будущий биолог. Работник опытный, уже 3-й раз приходит на помощь садоводам. Нравится, в принципе, атмосфера, когда мы собираем здесь с ребятами, то есть распределение труда и так далее. Потом каждый вечер это очень интересно, то есть проводить всем вместе. Вообще студенческая жизнь, и очень здорово, что нам выпадает возможность и потрудиться, и заработать. Мы приехали на 2 недели, живем на тракторной базе, там установлена для нас гостиница. 3-разовое питание с утра, к 8 мы едем на работу, в 12 нас увозят на обед и работаем после до 5:30. В корзинах красивые и сочные плоды надежного зимостойкого вербного. Здесь выращивают 12 сортов яблок, в основном белорусской селекции. Летние «Мечта» и «Коваленковская» уже пошли на реализацию. Сейчас идет сбор на хранение. Сады Толочинского консервного завода занимают площадь более 700 гектаров. Здесь растут вишни и сливы, черная и красная смородина, крыжовник и голубика. И если на сборе черноплодной рябины задействован специальный комбайн, процесс практически полностью автоматизирован, то для сбора яблок и груш нужны заботливые руки. Ежедневно одна профессиональная трудолюбивая пара рук снимает с деревьев от 400 до 600 и даже до 1000 килограммов яблок или груш. И здесь без помощи работникам сада не обойтись. Со студентами мы работаем уже давно, где-то начиная с 2014 года. Привлекаем студентов. Привлекаем мы их и на уборку ягодных культур, и на уборку плодовых культур, в основном яблок. В идеале на каждый сорт, когда он начинает созревать, период уборки должен быть не более 10 дней. Ежегодно в Толочинских садах собирают около 4500 тонн яблок и около 200 тонн груш. Кстати, большинство из них идет на экспорт. Предприятие зарабатывает необходимую валюту, а часть продается в местных торговых сетях. Важно собрать урожай в оптимальные сроки, чтобы экологически чисто выращенные яблоки и груши сочными и вкусными дошли до потребителя.